Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. В текущем году состав авиалесохраны Якутлесресурса будет увеличен более чем в 2 раза. В Якутии стартовала 9-я по счету республиканская акция «Сахалы-Диктант». Крепкие морозы заканчиваются. Сегодня у быка холода сломался первый рог. Начнем выпуск с новостей с Олимпийских арен Пекина. 20 минут назад завершилась лыжная эстафета среди женщин 4 по 5 километров. В итоге напряженного забега победу одержали российские спортсменки. Команду ОКР представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Они преодолели дистанцию за 54 минуты и 41 секунду. Вторыми стали немки, тройку лидеров замкнули представительницы Швеции. Отметим, что эта золотая медаль стала третьей для команды ОКР на текущих играх. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии от коронавируса выздоровели 4614 человек. Были госпитализированы 119. При этом было выявлено 2503 новых случая инфицирования. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. В Якутии смягчили ограничительные меры против COVID-19. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Согласно нему, отменено требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города Якутска. Также отменено требование о допуске на работу лиц при предъявлении отрицательного ПЦР или ИХ-теста при выходе на работу из отпуска или иных дней отдыха, в том числе после пребывания за пределами республики. Что касается пунктов общепита, их режим работы продлен до 12 часов ночи. В 2021 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения центральные районные больницы значительно пополнили медицинскую технику. Также был обновлен автопарк. Так, для районных больниц закупили 179 единиц оборудования, в том числе компьютерные томографы. Также в 2021 году впервые закуплены передвижные медицинские мобильные комплексы на базе КАМАЗа. Такая техника в первую очередь будет направлена для оказания доступной помощи жителям отдаленных населенных пунктов, в том числе для проведения диспансеризации и углубленного медицинского обследования. МЧС России по республике в преддверии весны рекомендует якутянам выбирать безопасные места для зимнего отдыха. Специалисты призывают любителей активного отдыха кататься только на оборудованных трассах и катках, а также избегать катания на лыжах и санках с горок при тумане, ветре и плохом освещении. Во время рыбной ловли не рекомендуется пробивать много лунок на небольшой площадке и собираться большими группами. Взрослым необходимо научить детей правилам безопасного поведения и не оставлять их без присмотра во время активного отдыха. В пожароопасный сезон текущего года в Якутии личный состав Якутлесресурса и авиалесоохраны увеличится более чем в 2 раза и составит 1119 человек. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. Он отметил, что благодаря увеличению федерального финансирования в Якутии будут сформированы 64 структурных подразделения. Дмитрий Садовников также поручил ускорить работу по созданию локальных комплексных планов по тушению пожаров и обратить внимание на вопрос создания противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов в населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров. Вице-премьер Ольга Балабкина, представляя отчет Кабмина, назвала главными итогами социального блока в 2021 году сохранение лидирующих позиций по демографическим показателям. Так, по данным органов статистики, в прошлом году в регионе родилось 12 039 детей. Несмотря на снижение рождаемости и рост смертности населения ввиду возрастной структуры и развития осложнений после перенесенного COVID-19, в республике сохраняется естественный прирост населения.
100 лучших педагогов Якутии получат премии по 100 тысяч рублей. Денежное поощрение лучших специалистов будет выдано по результатам конкурсного отбора. В нем могут принять участие педагоги со стажем не менее 5 лет. Также будет учитываться динамика стабильных результатов освоения учащимися программ обучения, а также эффективность использования педагогами современных технологий. Прием заявок стартует 5 марта, а итоги конкурса будут озвучены в первом сезоне текущего года. Спонсором является Роснефтегаз, ну и организатором является у нас инициатором тоже фонд будущих поколений нашей республики. Отбор проходит по всей республике, принимают участие учителя нашей республики любого предмета, любого класса, они могут заявиться. До 11 марта мы принимаем документы. И конкурс проводится в целях стимулирования поощрения наших учителей, и оцениваем их деятельность, результаты детей по учебной, по воспитательной работе, и самого учителя. Республиканская акция «Сахалы-диктант» стартовала в 9-й раз. В этом году мероприятие полностью перешло в онлайн на платформы Zoom и YouTube. Как и всегда, знания участников проверят преподаватели якутского языка. Выявленные отличники, помимо дипломов, получат памятные призы. Результаты станут известны 18 февраля. При этом, как отмечают организаторы акции, в прошлых годах участники показали не только высокие знания якутского языка, но и большую заинтересованность в мероприятии. Акцию «Сахалы-диктант» совместно с Институтом языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации СУВФУ мы проводим уже 9-й год. Те, которые написали диктант на нашем YouTube-канале, они сами проверяют текст. Текст мы опубликуем на нашем сайте nlrs.ru в понедельник. Тем временем в Якутске стартовала работа медиа-акселератора для государственных СМИ. Задачей, поставленной модератором мероприятия, министром инновационных технологий республики Анатолием Семеновым, является повышение эффективности государственных средств массовой информации. Работа акселератора пройдет по опыту прошлых проектов с IT-компаниями региона. Всего участие в программе примут 5 команд. Это представители Саха-Медиа, Саха-Печати, НВК Саха, издательского дома «Каскиль» и госсобрания «Илтумен». Я сразу сказал, что у нас не школа, то есть мы там не будем вручать дипломы. Они, конечно, получат знания, самые лучшие знания, которые есть сейчас в стране, в мире. Ну и они это смогут применить в деле. Довольно очень интенсивная работа будет, конечно, и от команд очень зависит их вовлеченность, умение распределить время, конечно, потому что параллельно и работать надо, и учиться, и еще придумывать что-то новое. Всего на разработку проекта у участников есть 3 месяца. Помогать им в решении поставленных задач будут менторы, представители ведущих федеральных средств массовой информации. Сам акселератор состоит из 6 модулей программы, один из которых пройдет за пределами республики. Между тем, работать с представителями госсми будут и ведущие специалисты страны в области журналистики, цифровизации и создания креативного контента. Перед приездом я всегда готовлюсь, потому что заготовленной программы шаблонной у меня нету. Это всегда программа делается под мероприятие. Сегодня я буду учить, как смотреть на деятельность СМИ с точки зрения бизнеса. Интересная тема, потому что все привыкли смотреть с точки зрения редакционной политики. Я буду смотреть на СМИ как на бизнес. Необычные игрушки изготавливает жительница Якутска Наталья Мельникова. Ее работы стали широко известны не только в Якутии, но и за пределами республики. Материалом же для своих игрушек Наталья выбрала дерево. С изделиями мастерицы познакомит Аргалана Неустроева. Вырез за вырезом Наталья создает настоящие произведения искусства. Ее куклы – это не та вещь, которую можно подарить ребенку для игры. Скорее, ценная часть коллекции, на которую смотришь и восхищаешься. Одно изделие средних размеров Наталья может изготавливать практически полгода. Стоит ли говорить о том, что каждая кукла уникальна и не имеет аналогов в мире? А когда сам создаешь, ты создаешь то, что ты сам хочешь, а не покупное. Покупное – это уже, считай, кто-то придумал, сделал и продал. А тут созданное своими руками – это свое желание, оно как бы и дороже, и ближе, и теплее.
Резьбой по дереву мастерица занимается давно. Увлечение этим у нее появилось еще в школьное время. Первую работу Наталья не сохранила, но об этом не жалеет. За долгое время мастерица смогла изготовить такое количество кукол, что уже и не подсчитать. Сегодня без своего промысла, как признается Наталья, просидеть долго она не может. Люблю вырезать. Это прям такой процесс медитативный, что сидишь прям и процессом наслаждаешься. Во-вторых, вот это вот сам материал, он такой теплый, то, что его натуральность, да, и потом я люблю все создавать очень качественно. Как ни странно, чаще всего работы Натальи покупают за пределами республики. Одна и вовсе в 2019 году улетела в Нью-Йорк и пополнила коллекцию местного ценителя. А самая известная работа – кукла старика по мотивам романа «Тыгын-Дархан». В прошлом году она стала частью большой сборной экспозиции на фестивале «Якутия мастеровая». Тот год, когда я создавала вот эту вот дедушку, вот этого героя, у меня было очень большое желание создать именно человека в старческом возрасте. Именно вот эти вот морщины, взгляд, да, мимика. Мне очень хотелось передать это все в дереве. Сейчас Наталья преподает технику резьбы по дереву. С каждым желающим занимается индивидуально. А самая большая мечта на сегодня – это собственная мастерская. Пока свои творения Наталья Мельникова создает в небольшом оборудованном углу спальной комнаты. Признается, не хватает и поддержки государства местных мастеров. Участие на выездных выставках стоит немалых денег. А ведь таким образом Наталья и ее коллеги продвигают местную национальную культуру за пределами Якутии. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Вернемся к теме спорта. Правительство России оказывает всестороннюю поддержку в организации проведения летних игр «Дети Азии» во Владивостоке. Об этом в ходе совещания с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил президент Международного комитета игр Владимир Максимов. В совещании принял участие первый заместитель министра спорта страны Азат Кадыров. В ходе работы стороны обсудили ход подготовки к проведению соревнований и развития инфраструктуры региона. Организаторы отметили важность проведения игр «Дети Азии», в первую очередь в вопросах вовлечения населения в спорт. Напомним, летние игры пройдут во Владивостоке грядущим летом с 27 июля по 8 августа. На этой неделе 27-летие со дня основания отметил природный парк Ленские столбы. В данный момент в парке полным ходом идет подготовка к очередному зимнему турсезону. Уже пробит автозимник, расчищенные площадки под парковку и места для организации пунктов общественного питания и фотозоны. Сегодня команда национального парка насчитывает 86 штатных сотрудников, основной задачей которых является сохранение уникальных природных и культурных объектов, развитие науки, туризма и экологического просвещения. Напомним, с 2012 года парк входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня у быка холода сломался первый рог. По якутским преданиям, с этого момента прекращаются крепкие морозы. В связи с этим сегодня работники ГУП ЖКХ республики отпилили рог у ледяного быка холода, установленного возле административного здания предприятия. С 2013 года символическое действие стало для коммунальщиков ежегодной традицией. В присутствии коллег рог отпилил первый заместитель генерального директора по производству, главный инженер предприятия Александр Корякин. Что касается второго рога, то он отпадет 24 февраля. Тогда морозный период полностью закончится. Через некоторое время после этого у быка отвалится голова и наступит весна. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале.